Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 14 сентября. Мы смотрим все знаки зодиака, начинаем с Овнов. События для Овнов на 14 сентября, вторник. Покажите мне. События на 14 сентября. Для Овнов. Смотрим Овны. События в месяце. Что-то, что происходит с вами каждый месяц будет. 14 сентября. Так, корона. Какой-то важный человек. Может быть, вы куда-то ездите, да, раз в месяц. Это может быть врач, налоговый инспектор, то есть какой-то важный человек. Да, у вас, допустим, раз в месяц встреча. Надежда. Показывает, на что-то надеетесь. Так, слезы. Вижу слезы. Колебания, сомнения. Сундук получения прибыли. Получение денег, финансов, прибыли. Так, и смотрим периметры. Уже вижу ссору, вот почему слезы. С кем-то конфликт у вас может быть 14 во вторник. Затем вижу якорь. Закончить, да, что-то вы можете закончить, либо на чем-то остановиться. Может быть, закончить отношения с кем-то. Видите, все вместе выпало. Слезы, заканчиваются отношения и ссора. Так. Смотрим еще здесь. И здесь нет. Мешочек с деньгами. У вас и сундук, и мешочек. То есть получение, возможно, траты по сундуку. Ой, по мешочку. Так. Здесь нет. И больше ничего не вижу. Получается, какое-то событие в месяце. Встреча с важным человеком, имеющим статус, положение в обществе, да, то есть кто-то вот очень серьезный. Еще увидела скользкое дело. Кто-то вам может предложить скользкое дело какое-то, на которое нельзя соглашаться, да, то есть вас пытаются взять на крючок. Может быть, вы из этого поругаетесь, да, ссора, слезы, прекращение отношений, также какие-то колебания, сомнения, надежды, получение финансов, траты могут быть небольшие. Либо два разных источника получения дохода, да, один и второй. У кого-то может и так проиграться не получение и траты, а с двух источников приходят деньги. Поэтому очень, знаете, такой насыщенный событиями день прям вообще. Тут у вас все намешано, и деньги, и ссоры, и события, и встреча. В общем, очень активный день. Благодарю, Овны, за внимание. Переходим к Тельцам. Так, Тельцы. События для вас. Смотрим. События для Тельцов на 14 сентября, вторник. Покажите мне.
Горячая любовь у вас сразу прям первая выпадает. Гармоничные отношения со второй половинкой. Если ее нет, возможно, или его нет, то тогда возможно знакомство, встреча. Дорога, кстати, в дороге может быть. Либо вы вдвоем едете куда-то, либо знакомство в дороге. Так, семейная жизнь не получается, потому что зафиксировали уже. Колокольчик, пустой звон, пустые разговоры. Это в дороге пустые разговоры, да, когда мы просто болтаем ни о чем серьезном. Свидание. Либо на свидании болтаем. Ножницы. Решится какое-то дело у вас в этот день. Новость хорошая не получается, шарики. Деньги. Могут быть траты. Чемодан. Разлука. Ну, вы уезжаете, дорога. Вы уезжаете. То ли любимый человек вас провожает, да, а у кого-то может проиграться, что вместе едете. Ну, судя по тому, что разлука, наверное, все-таки провожает. Ну, провожает вас любимый человек. Так, это не получается, это не получается. Да, смотрите, на время. Кто-то, может быть, едет не... Либо вам нужно приехать, да, к определенному времени, если вы едете на машине, допустим. Либо больше вероятность, что показывает дорогу, допустим, если вы едете на автобусе, да, там, на поезде, когда у вас билет на определенное время в этот день. Поэтому так, проверяем периметр. Нет, нет. Нет, 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 нет совпадений. Я больше не вижу совпадений. Получается, у вас может быть дорога на определенное время в этот день, билет. Решится какое-то дело, вас провожают, пустые разговоры, свидания. Может быть, кто-то едет, да, не знаю, на свидание в другой город, как вариант. Ну, просто вот дорога, какая-то дорога, если выпадает, это длинная дорога, это не 5 минут езды. То есть это вот прям вы куда-то едете. Еще есть свидание с любимым человеком. И траты, может быть, на это связано. Но здесь, смотрите, здесь у кого-то может проиграться, допустим, дорога, вы только готовитесь, да, то есть вы еще не едете, а только планируете, вещи, может быть, собираете, покупаете. Тогда время это может касаться, да, другого какого-то события. Да, вот вам нужно решить какой-то вопрос, и нужно будет на время куда-то приехать. Ну, однозначно, будильник всегда показывает вашу возможность опоздать в какое-то место в этот день. Поэтому будьте внимательны, раньше выезжайте, да, правильно рассчитывайте время, чтобы не опоздать. Можете опоздать. Вот такой у вас день получился. Какая-то тут очень похожа на дорогу. Куда-то вы там собираетесь. Благодарю, тельцы, за внимание. Переходим к близнецам. Так, близнецы. 14 сентября, вторник. События для близнецов. Верность. Первое событие у вас. Встреча не получается, деловая.
обман. Нужно вам быть внимательными в этот день, вас могут обмануть. Ну, иногда, конечно, проигрывается это, и вы можете обмануть, да, то есть так тоже бывает. Но все равно, да, будьте начеку, друг. Так, проверяем периметр, что здесь. Ключ. Прекрасно. Ключик есть. Так, здесь нет картинки, здесь нет совпадений. Нет, нет, нет. И змея не получается, потому что ключик держит. Значит, верность первая выпадала. Это гармоничные отношения с вашим партнером, партнершей. Да, то есть вот в личной жизни все хорошо. Ну, у кого партнера, партнерши нет, значит, вот как бы события не для вас. Еще обман. Будьте осторожны, ну это явно, да, где-то вот не в личных отношениях, то есть это где-то либо на работе, либо может быть в общественном каком-то месте. В общем, надо быть осторожными, внимательными вам. Друг, может быть друг, как вариант, рядом события легли. Друг, подружка, может быть общение, встреча, созваниваетесь, да, вот, и может быть она что-то будет или он рассказывать, да, и немножечко приврет, да, скажем так. И ключ, самое главное, все в ваших руках, все двери перед вами открыты, да, поэтому вот в этот день очень хорошо решать какие-то вопросы, которые не решались у вас, да, долгое время. Тут вот удачно складываются всегда обстоятельства, люди хорошие попадаются, да, которые могут помочь в решении вопросов. Поэтому вот надо пользоваться этим днем, когда ключ выпадает. Благодарю за внимание, близнецы. Переходим к ракам. Так, раки. 14 сентября, вторник. Покажите мне, пожалуйста, события для раков. Горячая любовь. Со второй половинкой у вас прям будет в этот день. Якорь. Что-то заканчиваете, доделываете в этот день, возможно. Якорь, ножницы, да, подтверждают якорь, говорят, что какое-то дело решится, да, это вот прям отрезаете, забываете, да, то есть все, поставили точку, закрыли, да, перевернули страницу и пошли дальше. О, новость не получается. Неприятность тоже не получается, зафиксирована. И хорошо, да, что не получается. Так, змея вижу. Злые языки, завистники. Ну, понятно, да, тут у вас дела решаются, да, все продвигается, дома все хорошо. Есть чему завидовать, да. Так, смотрим еще. Здесь нет, смотрим периметр. Нет, 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 нет. Так, теперь здесь вертикали.
Скользкое дело, да. Может быть скользкое дело. Будьте начеку, раки. Будут вам заманчивые предложения поступать во вторник. Но они заманчивые только с виду. Так, и здесь победа еще у вас. Победа. В общем, день прекрасный. Да, прекрасный, потому что здесь дома все отлично, да, у кого в день второй половинки есть возможность познакомиться, решится дело, победа за вами, да, то есть вы бросаете якорь, ставите точку в каком-то вопросе, ну, языки, злые завистники, да, тут уже без них как не обойтись, так сказать. Могут, да, что-то даже в этот день вам неприятное съязвить, сказать, да, вот как-то, знаете, не порадоваться за вас, да, а только настроение испортить. И вот единственное предостережение – это скользкое дело. Может быть, злые языки даже как вариант, да, то есть, чтобы вам настроение подпортить, предложат что-то не очень хорошее. Ну, вы уже, кто часто смотрит, знает, да, что это может быть что-то заманчивое, да, но потом, когда копнешь, тут надо либо консультация, либо уточнять, переспрашивать, потому что здесь нужно разбираться. Конечно, не надо все предложения, да, прям сразу откидывать, но разберитесь, то есть очень-очень внимательно, да, вникните в дело и не соглашайтесь сразу же, потому что здесь чаще всего еще и спешат, да, обычно говорят, да, давай быстрее, надо вот быстрее думать, быстрее решения принимать. Вот это будет для вас прям сигналом, да, что никакого спеха, да, то есть никакой спешки, лучше 100 раз перепроверить, чтобы потом не жалеть, да, что вы там куда-то неудачно деньги вложили, что-то купили, да, неплохое. Поэтому вот уточняйте эти моменты. Благодарю за внимание, раки. Переходим к львам. Так, меняем значок на львов. Будем смотреть львят. 14 сентября. 14 сентября, вторник. События для львов. Покажите мне. Сентября. Ух ты, сразу новость у вас выпадает. Либо смс-ка, либо, может быть, письмо на почту приходит с какой-то интересной новостью. Семейная жизнь, может, касается семьи, да, что-то. Ссора. Корона не получается, зафиксирована. Дорога. Подарок. Может быть, вы куда-то едете на день рождения, да, или на какое-то событие с подарком. На какой-то детский праздник, как вариант, со своим ребенком. События в доме. Да, у вас в семье именно это точно не друзья, не кто-то чужой, да, не коллеги. Это вот кто-то в вашем роду, в семье, у родственников, какое-то событие. Может быть, у детей. Либо просто показывает, что вы со своими детьми едете. Ну или на этом событии, да, куда вы приедете, будут дети. Да, допустим, это не ваши дети, ваши племянники, крестники. То есть вот точно будут дети в этот день в вашем окружении, даже если у вас нет своих детей. Так, смотрим здесь.
нет, 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 нет. Ну, я не вижу больше совпадений. У вас получается какая-то дорога в этот день на событие. Вы едете на какое-то событие, не знаю, день рождения, юбилей, праздник, рождение, крещение, свадьба, то есть какое-то событие в вашем семействе. С подарком едете, подарок, получаете новость также в этот день. Еще могут быть у вас деловые отношения, да, с кем-то, вот общение по телефону, встреча какая-то, может быть, деловая, то есть именно переговор, да, то есть вы общаетесь. Ну и дети, да, я сказала, то есть в вашем окружении могут быть дети в этот день, ссора. Еще вот тоже будьте внимательны, может быть, да, в этой большой компании, да, где вы будете, чтобы вот как обычно бывает, когда много людей собираются на каком-то празднике, да, вечно разные мнения, да, можно где-то вот сцепиться, да, как говорится, по метле. Поэтому будьте внимательны, если не хотите ни с кем ругаться, портить настроение себе, да, то тогда вот уходите от вот этих спорных тем. И тогда все будет хорошо. Так, день очень даже замечательный у вас. Благодарю за внимание, львы. Переходим к девам. Так, девы. Смотрим события для вас. 14 сентября. 14 сентября, вторник. События для дев. Покажите мне. 14 сентября, вторник. События для дев. Приятная, радостная новость у вас будет 14-го. Получите какую-то прям очень радостную новость. Ну, что-то у вас тут больше ничего не выпадает. Или я что-то где-то пропустила. Вижу еще мешочек с деньгами. Может показывать как получение, так и траты. Тут трудно сказать, да, как у вас проиграется. Еще смотрите, важная дата или время. Дата какая-то важная для вас, 14 сентября. Или вариант, вы, может быть, на время, да, куда-то вот. Вам нужно будет на время, допустим, записано, да, там в больницу, в салон, да, не знаю, куда угодно, на массаж, на процедуры, да, и вот вам надо будет пойти и потратить деньги. Ну, это как пример просто вот. Так, горизонтали нет совпадения, вертикали нет, 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 нет. Якорь не получается, здесь часики зафиксировали. В общем, событий у вас немного, да, день такой вот спокойный, скажем так. События неплохие, очень хорошая радость, новость радостная, да, то есть вы прям, ну вот, скажем так, будете очень счастливы, когда ее узнаете. Получение, ну, может быть, какие-то небольшие траты, да, денег и что-то связано со временем в этот день. Куда-то вам надо будет, наверное, на время, я думаю. Вот такая информация у меня для вас, девы. Благодарю за внимание. Кому нужны следующие 6 знаков зодиака, да, это от весов до рыбок, ссылочка будет под этим видео, да, вы можете перейти по ссылочке и посмотреть свой знак. Благодарю за внимание.